Чтобы помнили, 27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. Подготовку и организацию выборов президента страны обсудили на заседании Общественной палаты. Сегодня в Ингушетии стартовало открытое первенство по художественной гимнастике. Здравствуйте, это новости 24. Сегодня отмечается День воинской славы России. 27 января 1944 года советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. Оборона города на Неве длилась почти 900 дней. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Боролись за Ленинград и ингуши. В память об этих людях в Назрани и Малгобеке прошли акции. Светлана Томова с подробностями. Мучительные 872 дня голода, холода и обстрелов. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Рассказать о масштабах той войны в цифрах решила молодежка ОНФ Ингушетии. Эти ребята только понаслышке знают о снятии блокады Ленинграда, но и эти рассказы произвели на них огромное впечатление. Особый интерес вызвал наглядно показанные минимальные нормы хлеба в день на человека. Я знаю то, что во время блокады Ленинграда люди, они жили очень тяжело, им нужна была еда, у них не было нормального жилья, они питались не очень хорошо. Им было очень тяжело тогда-то жить. Мы должны помнить, что было тогда, ведь это нам обязательно понадобится. За годы ленинградской блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Изнуренные голодом ленинградцы очищали улицы от тел погибших. Возможно, поэтому им удалось избежать эпидемии. А в это время советские войска не прекращали попыток прорвать окружение. Боролись за Ленинград и ингуши. В музее имени Тугана Мальсагова героям Ленинградского фронта посвящен стенд с фотографиями. Поэтому было принято решение провести мероприятие именно здесь. Цель данного мероприятия, которое мы сегодня проводим, это напоминание о том, через что пришлось советским людям пройти, чтобы прийти к победе. Это то, что мы можем взять из их опыта, это их стойкость, их волю к победе. А сегодня мы попытались донести до нынешнего поколения, молодого поколения нашего, о том, что они не должны пренебрегать тем, что они сегодня имеют, знать цену этому и быть благодарными за то, что они имеют. Более 120 человек из Ингушетии защищали великий город на Неве. Многие из них отдали за него свои жизни. В память о них на Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита воинам-ингушам. Каждый год в этот день молодежь республики проводит мероприятия, посвященные этой дате. В город воинской славы Малгобеке тоже провели акцию, посвященную событиям тех лет. Несколько десятков молодых ребят вспоминали о том, какой ценой далась эта победа. Мы должны помнить свою историю, чтить память наших героев, которые боролись за нашу свободу. И также примечательный тот факт, что в этой битве участвовало более 80 солдат и офицеров ингушской национальности, которые показывали мужество и храбрость нашего народа. Узнали много нового, еще больше узнали о стойкости и мужестве ленинградцев, как трудно им было в то время, и очень были рады присутствию здесь. Вечером 27 января 1944 года по советскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полной снятии блокады. На улицы, площади и набережной реки Невы в тот день вышли десятки тысяч жителей города, для которых каждый день блокады был днем подвига, мужества и стойкости. А теперь 27 января каждый год отмечается как День воинской славы России. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24.
Подготовку к предстоящим выборам лидера государства обсудили на заседании Общественной палаты республики. Сейчас определяют количество наблюдателей. Организована рабочая группа по мониторингу за реализацией избирательного права граждан. Подписано универсальное соглашение, о котором подробно расскажет Мадина Пугоева. До старта главного политического события этого года осталось чуть больше месяца. В преддверии выборов президента страны Общественная палата России разработала так называемый «золотой стандарт», согласно которому определены требования, предъявляемые к участковым избирательным комиссиям. В регионах уже сейчас формируется корпус наблюдателей, в число которых войдут не только члены Общественной палаты, но и привлеченные ими лица. С этими организациями мы должны заключить соответствующее соглашение. 9 декабря прошлого года мы заключили соглашение с избирательной комиссией, и в соответствии с этим соглашением мы должны со всеми этими лицами провести, так скажем, 2-3 семинара, посвященные вот как раз процессу выборов. Подготовку к предстоящим выборам члены Общественной палаты обсудили на очередном заседании. Уже на следующей неделе необходимо заключить соглашение с общественными организациями и их представителями, которые и будут выполнять роль наблюдателей на избирательных участках. Учитывая, что всего в республике около 10 подобных сообществ, в организации и проведении выборов смогут принять участие и те общественники, которые не являются членами палаты. Ингушетия стала первым регионом в стране, в котором заключено соответствующее соглашение между избирательной комиссией и Общественной палатой республики. У нас всего в республике 137 избирательных участков. И Москва выработала, Общественная палата Российской Федерации выработала, вот эта рабочая группа федеральная, выработала критерии, то есть методические рекомендации, в соответствии с которыми число общественных наблюдателей за соблюдение избирательного процесса на избирательном участке должно быть не менее 2 общественных наблюдателей и не более 10. Общественная палата республики уже сейчас активно готовится к предстоящему политическому событию. Организована рабочая группа по мониторингу за реализацией избирательного права граждан. Поскольку агитационный период начнется уже через 3 недели, необходимо в течение нескольких дней определиться с количеством общественных наблюдателей и закрепить каждого из них за определенным избирательным участком. Мы запросили в избирательной комиссии адреса всех избирательных участков. Они нам представили эти адреса. Далее. И вот мы будем распределять вас в зависимости от того, где вы живете. Обсудили общественники и вопрос организации развлекательной части. Досуг во время проведения выборов президента страны в республике скрасят ингушские артисты. Чтобы все прошло на высшем уровне, наблюдателям придется внимательно контролировать избирательный процесс. Участники заседания внесли ряд своих предложений. К примеру, Муса Мартазанов уверен, условия для участия в выборах необходимо создать и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Человек, который ограничен в возможностях, должен иметь подход к этому избирательному участку, иногда даже подъезд, потому что инвалиды, прикованные к коляскам, не имеют возможности приходить сами по себе и голосовать. Ну и также, как будут доставляться урны к тем, кто действительно прикован к постели. Как только список общественных наблюдателей будет утвержден, члены палаты проведут с ними пояснительную работу, расскажут об их правах и обязанностях. На завершение встречи глава региональной общественной палаты объявил благодарность представителю Коммолодежи Юсупу Чириеву за помощь, оказанную им в проведении мониторинга молодежной политики в регионе. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Впервые в Ингушетии стартовало открытое первенство по художественной гимнастике. В нем приняли участие представители из 4 регионов СКФО. Десятки девочек от 3 до 12 лет продемонстрировали на суд жюри и зрителей свои навыки в гимнастике. Шпагат, мостик и другие элементы. Начинающим гимнасткам пришлось постараться, чтобы показать свой уровень подготовки на этом первенстве. Конечно, есть и плюсы, конечно, есть и какие-то для них, что нужно доработать, но в целом очень-очень здорово все получилось. Для девочек я считаю, повторюсь, что это грация, пластика. Когда девушка вырастает, конечно, девушек-гимнасток очень замечают походку, расправленные плечи и именно эту грацию и женственность, поэтому в любом случае девочкам обязательно нужно заниматься этим видом спорта. Мне очень нравится гимнастика. Я умею делать скок косая, умею делать лягушку, таз вперед. Тут много девочек, которые показывают упражнения. Я выросла стройная и красивая. Нравится гимнастика, я люблю своего тренера. Я умею делать мостики, шпагаты, равновесие.
Ну а буквально накануне чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова провела мастер-класс в гимнастическом зале Дворца спорта. Подробности у Наты Евлоевой. Так же, как и эти девочки в раннем возрасте, придя в спортивный зал, Анастасия Максимова, олимпийская чемпионка 2016, на всю жизнь полюбила художественную гимнастику. А первую свою золотую медаль спортсменка завоевала уже в 2009 году на чемпионате мира. Она прошла через изнурительные тренировки, где были боль и слезы, но в то же время смогла выработать стальной характер. 3, 4, лопатки собрали, 2, 3, 4. Титулованная гимнастка без раздумий согласилась на предложение приехать в Ингушетию, чтобы провести серию мастер-классов для маленьких художниц. За такое короткое время работы с детьми олимпийская чемпионка уже отметила таланты ребят. Потенциал есть, и неважно, ребенок с данными или без. Конечно, в гимнастике плюс то, что есть данные. Но данные на самом деле не всегда главное. Главное трудолюбие. Я в этих детках вижу, что они стараются. Молодец. Главное, что им интересно, и они хотят. Это, наверное, самое главное. Участницы мастер-класса 45 гимнасток от 3 до 6 лет. Главная цель – показать сложные элементы, которые появились изменениями в правилах нового олимпийского цикла. Для молодых наставников это хорошая возможность перенять богатый тренерский опыт. Учитывая, что Анастасия Максимова – это олимпийская чемпионка, для многих девочек наших она является кумиром. Это большой опыт и большая честь вообще провести мастер-класс и провести вместе тренировку. Для них это в первую очередь стимул и, конечно же, опыт. Алия Мальсагова ведет упорные тренировки уже более полугода. Шпагат, кувырок, мостик. Эти и другие элементы девочка продемонстрировала Анастасии Максимовой. Маленькой гимнастке пришлось постараться, чтобы сегодня показать свой уровень подготовки именитому тренеру. Алия утверждает, что в сфере художественной гимнастики она будет продолжать заниматься и достигать спортивных целей. Было больно немного, но потом стало нормально, мне ничего не болело. Случайно, если я сяду на шпагат, у меня мышцы не порвутся, и я смогу показывать, я могу хвалить себя и показывать своим ученикам, что я заслужила медали. В конце занятий маленькие гимнастки сделали памятное фото с чемпионкой и получили автографы. Ната Евлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. В Северокавказском топливно-энергетическом колледже имени Цурова подвели итоги регионального этапа чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы WorldSkills Russia 2018». На закрытии определили не просто победителей конкурса, но и счастливчиков, которые будут представлять свой вуз и республику в целом на следующем этапе в СКФО. Зелимхан Калоев подробно. Сегодня мы подведем итоги и назовем имена лучших в своих компетенциях. Вот и настал тот долгожданный и волнительный момент. 10 номинаций и 30 призеров, каждый из которых на этом чемпионате выложился на все 100, доказывая уровень мастерства и знаний, приобретенных в родном СУЗе. В номинации «Технология моды» первое место одержала студентка колледжа сервиса и быта Хава Дзейтова. Если получится дальше по чемпионату пройти, показать себя в лучшем виде и, естественно, эмоции очень даже столько слов, столько эмоций не получается даже выражаться нормально. Наградить участников соревнований приехали почетные гости, в их числе заместитель руководителя управления регионального развития Союза «Молодые профессионалы» Людмила Иванюк. Хочу сказать огромные слова благодарности от Союза WorldSkills Россия главе республики за такую всемирную поддержку и внимание к чемпионату, потому что, зная, насколько серьезное оборудование, насколько серьезное задание, насколько нужны большие серьезные материальные вложения, без поддержки первого лица региона это сделать очень сложно. Огромное спасибо вашему главе республики. Огромное спасибо. 3 дня упорных демонстраций своих навыков и престижа рабочих профессий позади. Студенты из 6 СУЗов республики успели за это время не только доказать, что они лучшие в своей профессии, но и набраться колоссального опыта у собственных соперников. За победу в номинации «Ветеринария» боролись 5 человек, но первое место забрала студентка Назрановского аграрного техникума. Мне помогли мои учителя в первую очередь, которые меня подготавливали к этому конкурсу, к этой олимпиаде. И
будем дальше действовать с теми же силами, которыми мы пришли к этому выигрышу. Организаторы чемпионата продумали все. При входе в колледж гостей встречали волонтеры. Также на первом этаже расположилась и выставка картин различных изделий из рыбьей кожи. В том числе и этот декоративный светильник, сделанный из кожи кальмара. От представленных композиций гости не остались равнодушными. Очень приятно. Посмотрите, не кожа. Рыбья кожа любит денежку. Впрочем, от всего увиденного в нашей республике за эти 3 дня у экспертов и гостей остались только положительные эмоции, а уровень проведения чемпионата в этом году ни в чем не уступал федеральному, поскольку задействованы были лучшие специалисты и вся необходимая техника. Сегодня региональный чемпионат в Республике Ингушетия действительно оценен высоко и экспертами, и Союзом WorldSkills Россия. Но наша задача теперь увидеть этот результат на следующем этапе, на отборочных и, главное, на национальном чемпионате. И, соответственно, увидеть ребят из Республики Ингушетия и экспертов в сборной нашей Российской Федерации. Что касается дальнейшей поддержки, конечно, от нас и руководство страны требует постоянно уделять внимание материально-технической базы колледжа, мы это будем осуществлять и делать на постоянной основе. Проделан огромный объем работы. Именно в связи с этим я хочу поблагодарить всех наших организаторов, директоров всех наших колледжей республики, которые здесь принимали участие. И самое важное, что мы в этом году впервые в истории нашей республики провели чемпионат WorldSkills в полном соответствии с требованиями международных стандартов. Те ученики, которых мы выпускаем в колледжах, они могут уже работать в любой точке. Вот самое главное, это основная линия этого чемпионата, чтобы молодой человек, выпускник профессионального образовательного учреждения в любой точке земного шара мог пойти и работать. Итоги регионального чемпионата WorldSkills подведены, но впереди у ребят задача ничуть не легче. Достойно продемонстрировать свои знания и мастерство перед всеми с КФО, а затем и на уровне всей страны. Уже с завтрашнего дня им придется трудиться гораздо усерднее. Зильмхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Рейд по выявлению злостных неплательщиков за потребление электроэнергии прошел в Магасе по улице Кулиева. В нем участвовали несколько бригад контролеров. Некоторые абоненты погасили задолженность на месте, но те, кто не смог этого сделать, остались без света. Открывать дверь никто не собирается, и так по кругу группа контролеров пытается достучаться до каждого злостного неплательщика. Поэтому бригада на месте выключает счетчики, в надежде, что хотя бы так хозяев можно вытащить. Но даже такие меры не помогают. Этажом выше дверь все же открывают, но это в основном те, кто оплату производит регулярно, либо задолженности по свету не имеют. Что не скажешь про этих жителей, которые задолжали энергетикам больше 18 тысяч рублей. Причем женщина не подозревала об этом и поспешила сделать оплату контролерам, а впредь обещала оплачивать коммунальные услуги регулярно. Зачем лучше света оплачивать? Нет, коррупция. В ходе рейда выявились и те лица, которые вовсе не имеют индивидуальный лицевой счет. Но эту проблему тоже попытались решить, заключая договоры с жителями на месте. Помимо этого, некоторые жильцы умудрились и вытащить счетчики из коробки, а кто-то и вовсе их не поставил. Завтра мы уезжаем, именно вот такие счетчики, где нет, составляем акт, пригласим с МВД. Ну и сегодня вам написали судебную записку. Я понимаю, но мы не имеем права. Рейды по сбору платежей в регионе проводятся ежедневно, днем и вечером. Но плательщики то ли не бывают дома, или нарочно закрывают двери. Хозяев застать не удается даже вечером. С выходом уже в ночное, уже в вечернее время, тоже 90% двери не открывают. Поэтому нам приходится почти ежедневно и днем, и вечером вот проводить эти рейды. Но многие недовольны, что мы вечером вот пришли, а если днем приходим, они на работе, вечером не открывают. А за свет, за газ, за воду платить-то надо. Впрочем, место и время проведения рейда было выбрано не случайно. Дом 7 по улице Кулиева – один из самых проблемных участков в Магасе. Но ограничившись этим районом, бригада не собирается останавливаться. В планах у сборщиков платежей еще немало адресатов в Магасе. Жители в этих домах не открывают двери, не открывают лицевые счета. Дело в том, что сами
жители, они квартиросъемщики, хозяева тут не находишь. Но кроме того, тут живут и работники правоохранительных органов. К ним у меня убедительная просьба, чтобы они подошли и на свое имя открыли свой счет, хотя бы на имя родственника, чтобы мы не проводили вот на ночь глядя, можно сказать, такие рядовые мероприятия. При этом энергетики все же идут навстречу тем, кто намерен исправить ситуацию. Оплатив хотя бы часть накопившейся суммы, должники смогут избежать дальнейших разбирательств в суде. А с теми, кто в очередной раз проигнорировал просьбы контролеров, энергетики церемониться не станут и будут отключать свет в каждой квартире отдельно. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24. Более 80% россиян опасаются фальсификата лекарственных препаратов. Об этом заявило исследовательское агентство «Зоомаркет», которое недавно провело опрос граждан. При этом онлайн-продажи безрецептурных медикаментов выросли в разы. Около 60% жителей страны готовы покупать лекарства дистанционно, но только через крупные аптечные сети. Возможность продажи лекарств без рецепта врача в розничных продуктовых сетях поддержали только 23% опрошенных. Почти столько же нуждаются в обязательной консультации с фармацевтом. При этом в агентстве, которое провело опрос, утверждают, необходимо ужесточить процесс лицензирования по этому направлению и ввести дополнительную ответственность за интернет-продажи лекарственных препаратов. Напомним, что Федеральная антимонопольная служба намерена обязать сотрудников аптек предлагать покупателям дешевые аналоги дорогостоящих медикаментов, потому как фармацевты заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше дорогих препаратов для получения дополнительных премий. В Центре олимпийской подготовки по вольной борьбе прошел всероссийский турнир по комплексному единоборству на кубок руководителя управления Главного судебного пристава Республики Ингушетия, посвященный памяти судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга. Все подробности у Саида Куштова. Эта победа Арби Аздоеву удалась нелегко, но она была одной из зрелищных на турнире. Его оппонент в течение 2 раундов уверенно шел вперед. Жесткие точные удары от него убивались клином в Аздоева. Казалось бы, победа по баллам присудится спортсмену из соседней республики. Уже во 2-м раунде с атакой ринулся к Арби его соперник, но тут неожиданно для него точный джеб Аздоева потушил энтузиазм к победе своего противника. Так что даже пришлось оказывать медицинскую помощь. И с техническим нокаутом одерживает победу Арби. В 2015 году на турнире по смешанным единоборствам состоялась первая встреча Арби с его сегодняшним оппонентом. Тогда наш спортсмен ему проиграл, но сегодня он взял реванш, дал возможность надолго запомнить этот момент своему сопернику. Такую встречу бойцов не мог пропустить Ваха Шанхоев, представитель бойцовского клуба «Эрзи». Узнав о предстоящем турнире, он вместе со своими товарищами тут же решил принять участие. Ведь это отличная возможность обменяться не только ударами, но и опытом. Мы давно уже знали, что у нас пройдет всероссийский турнир по КАЕ. Мы, естественно, тренировались. Мы в любое время должны быть готовы, так как мы профессиональные спортсмены. Поэтому это такая возможность появилась у нас выступить на таком масштабном турнире у нас в республике, поэтому мы с радостью пришли. Помимо наших бойцов в турнире принимает участие также 90 спортсменов из других регионов страны, которые готовы в полной мере показать красочные и зрелищные поединки по дисциплине КАЕ. КАЕ – это дисциплина, которая имеет давнюю историю в Ингушетии. Это первая дисциплина смешанного толка, которая начала свое развитие именно в Ингушетии. Скажем так, первая ласточка, поэтому с дисциплиной КАЕ ребята, особенно постарше, знакомы хорошо. Турнир посвящен памяти судебных приставов, погибших при исполнении служебного долга. Они выражают благодарность организаторам турнира за то, что они не забывают о случившейся трагедии. Хотел бы от имени руководителя управления Главного судебного пристава объявить благодарность организаторам данного конкурса, турнира и участникам, что провели данный турнир в память наших погибших судебных приставов. Декрет термо турнир жи вашти аделчи требейн нахляр хайерья дел рязкал баркал сахалч. Благодаря таким турнирам наши ребята имеют возможность набраться опыта, который им, несомненно, пригодится в будущем. Саид Куштов, Рамзан Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.